На связи с апдейтом. На этом видео я покажу, как создавать рубрики на сайте в админке. Сначала надо будет набрать в строке браузера после имени сайта слэш набираем вот это вот слово vp-admin слэш и жмем на кнопку Enter. У нас загружается страница входа на сайт, в админку сайта. В строке имя пользователя пишем логин или имя пользователя и заполняем пароль. Жмем кнопку «Войти». Открывается такая админка для редакторов. Я хочу уточнить сразу, это не полная админка. У администратора админка чуть шире, функциональное значение больше. В админке у редактора есть формы записи. Можно сделать записи, можно создавать страницы. Также можно будет закачать медиафайлы, имеются в виду фотографии, музыку и видео. Настроить свой собственный профиль и отслеживать комментарии на созданные вами записи. Давайте я покажу, каким образом создавать рубрики. В колонке записи нажимаем на подраздел рубрики. Я тут уже сделал некоторые основные важные рубрики для этого сайта. К примеру, есть рубрика «Администрация». Название рубрики мы задаем вот в этой строке, пишем, предположим, пишем слово «приказы». И дальше в строке «Родительская» или «нет» мы выбираем, если оставляем все как есть, то есть не будет родительской рубрики, тогда жмем на кнопку «Добавить». И у нас эта рубрика, вот она появилась сверху, вы видите. Это самостоятельная родительская рубрика. Давайте мы сейчас его удалим, потому что мы хотим создать не самостоятельно отдельную рубрику приказа, а в системе администрации. Удаляется вот таким образом. Нажимаем на кнопку «Удалить» и подтверждаем «Ок». Пишем приказы. Теперь мы выбираем в родительской рубрике заданные рубрики. Те рубрики, которые уже есть, выбираем администрацию. И у нас получится, что приказы они войдут в рубрики административных рубрик. Жмем на кнопку «Добавить». И смотрим, что теперь у администрации появляется еще отдельная рубрика «Приказы». И все те документы, которые издает, скажем, администрация, именно приказы мы уже будем помещать в эту рубрику. Идем в записи. Чтобы создать новую запись, нажмем на эту строку «Добавить новую». Открывается такое окно. В этом окне есть подсказки. Введите заголовок, ну, допустим, «Приказ». Пишем название записи. Дальше идет статья и текст. И далее мы в правой части, вот здесь, идем в раздел рубрик и выделяем раздел приказов, рубрику приказов. Здесь ставим галочку и жмем на кнопку «Опубликовать». Идем теперь в лицевую часть сайта, смотрим, перезагружаем страничку вот здесь вот таким образом. И вот смотрите, теперь у нас в рубрике администрации, если мы туда нажмем, будет у нас категория приказа принятия на работу. Допустим, да, вот тут есть запись. Приказываю, вот это название приказа, а это уже сам текст приказа. И в правой части в рубриках этот текст можно будет найти вот в разделе приказов. Вот он. Мы видим, что основная рубрика вот она, администрация, а подрубрика приказы, да, и также здесь основная рубрика администрация, подрубрика приказы.
И таким образом можно записи разделить на разные рубрики и структурировать сайт по определенному принципу. С вами был SIP Day Tom.